Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республиканский институт развития образования и Республиканский центр оценки качества образования. Мы очень рады, что вы смогли присоединиться на стратегическую сессию, которая является сегодня очень важной с точки зрения организации нашей совместной деятельности по анализу результатов всероссийских проверочных работ, ну и, конечно, по организации и проведению всероссийских проверочных работ уже в 2021 году. Мы не случайно обозначаем, что эта сессия стратегическая, потому что мы бы не хотели вас просто информировать, а мы бы хотели, чтобы вы стали активными участниками нашей сессии с пониманием тех задач, которые стоят перед нами, именно как командой по и оценке качества образования, и по совершенствованию качества образования. А с другой стороны, мы должны понимать, что эти задачи, они могут быть решены, когда мы действительно очень грамотно, очень выверенно, очень управленчески адекватно организуем все процедуры, которые связаны с оценкой качества образования. Поэтому, коллеги, мы вас приветствуем. Мы сегодня работаем в системе, которая позволяет вам выходить на прямую с нами связь. Для этого вы можете через нашего онлайн-оператора обозначить, что вы готовы с нами какие-то вопросы обсудить, наверное, после наших выступлений. И мы бы хотели, чтобы во время подведения итогов у нас действительно состоялась обратная связь. Вот такие задачи профессионально мы перед друг другом обозначили, и я сейчас передаю слово модератору Наталье Николаевне Исаевой, которая уже представит и нашу программу, и логику наших выступлений, и, конечно, наших профессиональных коллег, которые сегодня очень важную информацию, стратегическую в том числе, будут доводить. Пожалуйста. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, коллеги. У вас у всех на экранах представлена программа нашей сегодняшней стратегической сессии. Первым докладчиком будет Галина Владимировна, которая проведет контекстный анализ результатов всероссийских проверочных работ Республики Коми в 2020 году и предложит несколько задач, как раз таки то, о чем говорила Галина Владимировна, стратегических задач на 2021 год. В логике продолжения выступления Галины Владимировны будет построено и мое выступление. Я остановлюсь более подробно на качестве подготовки обучающихся Республики Коми по результатам всероссийских проверочных работ в 2020 году на примере некоторых предметов и предметных результатов. После этого мы перейдем ко второй части нашей стратегической сессии, где наши коллеги из Республиканского информационного центра оценки качества образования, а именно Олег Васильевич Попов, директор, и Галина Михайловна Рубцова, начальник отдела оценки качества образования, познакомят вас с особенностями организации проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году и ответят на те вопросы, которые поступили от вас, коллеги, в ходе подготовки к этой стратегической сессии. И, как сказала Галина Владимировна, в подведении итогов, коллеги, мы будем рады ответить на возникающие у вас вопросы. Вопросы вы можете обозначать в чате, и мы их увидим. И также, если у вас будет желание подключиться, задать вопросы онлайн нашим экспертам и нам, соответственно, вы будете это сделать. Коллеги, если какие-то вопросы возникают, напомню, можете написать в чате. Ну, а теперь передаем слово для приветствия директору Республиканского информационного центра оценки качества образования Олегу Васильевичу Попову. Олег Васильевич. Да, уважаемые коллеги, добрый день. Очень рады видеть в таком составе. Обычно на базе нашего центра мы собираемся только с начальниками управления, либо с замами, либо с кураторами, кто курирует оценку качества образования на уровне муниципалитета. Для нас такое массовое мероприятие, наверное, первый раз, когда мы собираем кураторов с образовательных организаций. Поэтому очень рады донести, скажем так, до вас все из первых уст. Поэтому еще раз добрый день и желаем нам сегодня успешной с вами всем работы.
Галина Владимировна, тогда приступим к реализации. Спасибо, коллеги. Я понимаю, что задачи перед нами стоят очень важные, и мы решили вместе с вами обсудить именно контекстный анализ результатов всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях. Почему, коллеги, это очень важно? Потому что действительно сегодня, когда мы говорим об анализе результатов всероссийских проверочных работ, мы должны с вами честно друг другу признаться, что данные результаты обсуждаются на уровне республики, мы надеемся, обсуждаются на уровне муниципальных образований, коллеги, и обсуждаются с принятием управленческих решений на уровне каждой общеобразовательной организации. И если мы говорим именно о всероссийских проверочных работах, мы осознанно сегодня вам представляем очень важный федеральный слайд. Он как раз представляет систему, которая сформирована на уровне именно управленческой модели. Уважаемые коллеги, сегодня всероссийские проверочные работы являются одним из важнейших инструментов оценки качества образования на уровне каждого субъекта. И именно всероссийские проверочные работы, которые действительно сегодня проводятся, и к ним уже позитивное отношение сформировано с точки зрения того, что работы всероссийские проверочные, они действительно объективно оценивают образовательные результаты, мы должны понимать, что всероссийские проверочные работы, они сегодня действительно являются инструментом принятия очень грамотных управленческих решений. И по отношению именно повышению качества образования в каждой образовательной организации и, коллеги, к повышению уровня профессиональных компетенций педагогических работников. Поэтому мы внимание обращаем вот на эту очень важную, посмотрите, она не иерархическая схема. Нет, это очень важную матричную систему управления качеством образования. Да, Министерство просвещения Российской Федерации сегодня у нас задает нам все именно государственные посылы с точки зрения всех инструментов, которые должны быть приняты каждым педагогом Российской Федерации. Поэтому, конечно, мы все понимаем, что справедливая и честная оценка в системе образования – это и есть гарантия качества образования. И не секрет, наверное, вы прекрасно знаете, что именно на основе результатов всероссийских проверочных работ выявляются школы с необъективными результатами оценивания и школы с низкими образовательными результатами. И здесь мы должны понимать, что каждой группе школ республика на уровне, то есть каждого субъекта, в данном случае на уровне республики, должна быть оказана профессиональная помощь, поддержка и выстроена система сопровождения данной школы. И вот именно исходя из такой задачи, мы сегодня говорим именно о контекстном анализе, коллеги. Поэтому, конечно, анализ контекстный, он ведь проводится не только на уровне тех результатов, которые приходят к вам в личные кабинеты каждой организации. Вы видите результат обучающихся, но вы должны понимать, коллеги, что это результат, который будет связан с оценкой профессиональной компетенции педагогов, который связан с оценкой, каким образом выстроена управленческая модель сопровождение системы качества образования на уровне организации муниципалитета. И поэтому, когда мы говорим о контекстном анализе, коллеги, у нас есть действительно работа с большими данными, которая позволяет от оценки результатов обучающихся прийти к решению о сопровождении конкретных учителей-предметников, конкретной организации, конкретного муниципального образования. Поэтому, коллеги, внимание обратите на эти уровни управления качеством образования. То есть система оценивания, она дает очень
важные для нас инструменты с точки зрения построения системы именно управления качеством образования. Поэтому, уважаемые коллеги, с точки зрения всероссийских проверочных работ, действительно, да, это самая массовая процедура. Всегда поражаюсь данным, который представляет Олег Васильевич. Посмотрите, что произошло в течение 5 лет. От 18 тысяч работ. В прошлом году мы уже пришли, у нас было 300 тысяч работ обучающихся, которые дают полноценную сегодня информацию о образовательных результатах, которые должны послужить нам действительно основой для принятия очень важных решений, управленческих решений. Потому что, конечно, национальный проект образования поставил перед нами цель. Это вхождение в 10 стран, которые демонстрируют высокие результаты образования. Поэтому, конечно, вот цель ВПРов – это диагностика, ну ради чего? Ради того, чтобы, выявив дефициты, мы могли действительно сопроводить и обучающихся, и педагогов. Конечно, очень важно, что с точки зрения общих итогов, и они есть в большом аналитическом сборнике, к большому сожалению, индексы низких результатов на уровне республики Коми, они увеличиваются год от года с ростом класса. И это тенденция, которую мы пока рассматриваем как негативная тенденция. Посмотрите, пожалуйста, далее. Индекс высоких результатов в прошлом году в 4 классе, он снизился, несколько снизился. Но в данном случае мы надеемся, что эта тенденция будет в дальнейшем закреплена. В 2020 году обучающиеся нашей республики продемонстрировали самые низкие результаты ВПР за весь период проведения всероссийских проектных работ во всех классах. Да, нас успокаивает, что эта тенденция общероссийская. Но это не повод для непринятия решений. Необходимо принять правильные, выстроенные на уровне каждой организации муниципалитета решения. Ну и наиболее заметно снизились результаты в 5 классе. В этой связи, уважаемые коллеги, мы обращаем внимание на те механизмы, которые должны быть на уровне каждой организации уже отработаны. Анализ итогов ВПР на совещании, на уровне директора, на уровне педагогического совета. Они должны быть рассмотрены на уровне всех методических объединений, в числе предметников. И должны быть утверждены шаги, которые позволяют устранить данные профессиональные дефициты и образовательные дефициты, то есть выявлены слабые зоны. И они должны стать основанием для планирования работы. Контроль состояния, качества преподавания учебных предметов, он должен быть в течение всего года. А значит, управленческий механизм этого контроля, он должен быть прозрачен, понятен. Коллеги, было бы хорошо, чтобы если бы он был представлен на сайтах каждой образовательной организации. Конечно, мы понимаем, что школы с необъективными результатами, к сожалению, коллеги, они у нас увеличиваются из года в год. А значит, у нас остаются в проблемах именно позиции на уровне руководителей, на уровне именно заместителей по учебной работе, по построению работы, когда мы не используем те инструменты, которые мы обозначили, инструменты объективности. Значит, необходимо, коллеги, предупредить данную ситуацию. Коллеги, мы не знаем, сколько школ появится в следующем году, но то, что в республике Коми тенденция идет постоянно на увеличение, значит, эту работу надо проводить ежегодно в каждой образовательной организации. Конечно, выполнение программного материала по предметам. Это, конечно, сейчас корреспондирую со второй задачей на уровне организации. То есть это должно быть выстроено на уровне организации через методические объединения.
Присутствие общественных наблюдателей в дни проведения всероссийских проектных работ. Это важная задача, и коллеги тоже об этом будут говорить. Ну и, конечно, с точки зрения контекстного анализа, вот мы его когда проводили, мы увидели, что мы, работая со школами с низкими образовательными результатами, их количество тоже увеличивается, мы понимаем, что мы не знаем, каким образом педагоги включены в систему методического сопровождения. А в настоящее время задача стоит такая, я об этом чуть позже буду говорить. Коллеги, каждый педагог, согласно национальной системе педагогического роста, должен иметь на уровне организации индивидуальную траекторию методического сопровождения. И, конечно, представление информации на официальном сайте об организации проведения ВПР, да, она представлена. А теперь, коллеги, очень важно на уровне организации представить информацию, а каким образом школа готовится к проведению ВПР. Каким образом в данном случае на уровне организации методическая работа осуществляется. И это, конечно, вопрос, который тоже можно, да, обсуждать. В этой связи, уважаемые коллеги, внимание обращаю на очень важный проект, который вы все знаете. Это проект по оценке как раз компетенций работников. И вот почему мы говорим о контекстном анализе. Коллеги, мы объединили базы данных по результатам ВПР и по диагностике, которую в прошлом году на уровне нашей республики проводил Федеральный центр оценки качества образования. Коллеги, и нам понятны результаты всероссийских проверочных работ. Что в данном случае у нас в настоящее время происходит? Что действительно у коллег, у педагогов, и у нас есть анализ, и анализ с точки зрения стажа, и возраста, и было анкетирование данных педагогов с точки зрения отношения к образовательной деятельности. Выявлены профессиональные дефициты. И в этой связи я хочу внимание обратить, каким образом была выстроена система работы по оценке компетенций. Итак, Федеральный Институт оценки качества образования. Он сформировал именно такую модель. На уровне муниципалитетов, каждого муниципалитета работали муниципальные координаторы. На уровне образовательной организации рекомендуется, чтобы была выстроена такая система. Должны быть обязательно определены учителя, которые способны работать с другими педагогами. Это новый для нас сейчас такой тренд профессиональный, это учителя-тьюторы. Это лучшие педагоги, которые на уровне республики, муниципалитета, на уровне организации демонстрируют лучшие профессиональные результаты, а именно высокий уровень предметных компетенций, сформированности предметных компетенций и высокий уровень сформированности методических компетенций. И вот эти педагоги, они могут на себя брать роль, коллеги, сопровождения педагогов внутри организации. Далее, учителя-методисты, учителя-наставники. В республике реализуется целевая модель наставничества. Уважаемые коллеги, мы обратились именно к школам, которые продемонстрировали низкие образовательные результаты. И мы понимаем, что эта система еще пока не отработана, поэтому мы предлагаем, коллеги, вам включиться в эту систему работы. Поэтому тьюторы, учителя-методисты, учителя-наставники сегодня на уровне каждой организации – это именно та модель, коллеги, которая сегодня может решить те проблемы, которые у нас возникают на уровне организации. Итак, более подробно о тех диагностиках, которые у нас были. На уровне Российской Федерации ежегодно проводится анализ использования оценки компетенций работников образовательных организаций. Данный анализ, он позволяет нам действительно говорить о том, что на уровне республики система адресных образовательных программ, мероприятий для педагогов сформирована.
Мы занимаем 12 место. Для нас это результат не такой высокий, потому что я думаю, что в скором времени мы должны войти все-таки в 5 лучших. Но самое важное, чтобы материалы диагностики, которая была в прошлом году, они использовались на уровне муниципалитетов и на уровне организаций. Итак, 3 диагностики. Диагностика Рособорнадзора. Наши педагоги принимали участие, учителя начальных классов, руководители образовательных организаций, учителя физики, математики, химии, русского языка, биологии, вот в различных диагностических процедурах. Коллеги, это очень важно именно для оказания поддержки и помощи. Итак, диагностика ФИОК, уважаемые коллеги, о чем я говорила, прозрачный инструментарий. И через данный инструментарий мы как раз выходим на этот контекстный анализ. Коллеги, посмотрите, у нас есть все материалы, которые позволяют нам понять, на каком уровне профессионального развития с точки зрения и предметных, и методических компетенций находятся наши педагоги. И у нас уже сформированы индивидуальные маршруты для каждого педагога. И, коллеги, после нашей сессии, уже завтра мы в адрес каждого муниципалитета будем направлять именно наше предложение по сопровождению педагогов-предметников. Результаты диагностики, посмотрите, они в разрезе и возрастных характеристик, и в разрезе именно потребностей в профессиональном развитии. Коллеги, очень большой блок контекстных данных. Вторая методика Рособорнадзора. Здесь был анализ деятельности и руководителей организаций, и учителей начальных классов. Посмотрите, пожалуйста. Я, наверное, не буду более подробно, потому что у нас будет презентация представлена, да, коллеги, я так понимаю. Поэтому посмотрите, пожалуйста, какие у нас дефициты представлены. Это недостаточный уровень сформированности, представления о системности научных явлений в конкретных предметных областях и темах учебных курсов в начальной школе. Коллеги, это дефицит, который заявлен на уровне учителей начальных классов. Недостаточное владение ИКТ-компетенциями, низкий уровень умений учитывать данные мониторингов образовательных результатов, то, о чем сегодня мы все будем говорить в течение более часа. А значит, уважаемые коллеги, вот то, что мы вам обозначаем, алгоритм взаимодействия, он должен быть нами принят и он должен работать. Таким образом, Институт развития образования, Республиканский центр оценки качества образования имеет данные о каждом педагоге, о его дефицитах. Разработаны методические рекомендации, разработана обновленная программа повышения квалификации. А на уровне муниципальных органов управления образованием должны быть разработаны комплексные меры и приняты управленческие решения. Должны быть поддержаны те индивидуальные маршруты, которые институт подготовил, и мы должны включить педагогов именно в процесс профессионального сопровождения. Ну а педагог, уважаемые коллеги, будем надеяться, что действительно в дальнейшем, включаясь в данную систему, уже будет демонстрировать не только свои результаты, как более высокие, но и более качественно мы будем демонстрировать результаты наших обучающихся. Коллеги, вот такая вводная составляющая контекстного анализа. Очень важно еще раз внимание ваше обратить. Коллеги, когда мы говорим об образовательных результатах и о результатах всероссийских проектных работ, внимание обращаем. Надо действительно принимать те условия, в которых мы работаем, как условия, которые можно и нужно совершенствовать. Это и работа с кадрами, и материально-технические условия, и процесс интеграции системы общего образования и дополнительного. То есть вот этот контекстный анализ с точки зрения принятия мер мы рассматриваем, коллеги, в течение, наверное, уже последнего года постоянно с точки зрения тех ресурсов и возможностей, которые сегодня необходимо рассматривать именно как инструменты повышения качества образования. Спасибо, коллеги. Продолжаем работу. Наталья Николаевна более подробно остановится уже на результатах ВПР. Да? Да. Спасибо, Владимировна. Итак, коллеги, более подробно мы сейчас остановимся на качестве подготовки обучающихся общеобразовательных организаций по итогам всероссийских проверочных работ.
И здесь мы, собственно говоря, говорим в целом и о тенденциях, которые свойственны Российской Федерации, и о том, что происходит в Республике Коми. Как уже говорила Галина Владимировна, данный слайд подтверждает ее слова о том, что индекс низких результатов всероссийских проверочных работ увеличивается год от года с ростом класса, за исключением всероссийских проверочных работ в 7 классе, где снижение индекса низких результатов можно объяснить тем, что ВПР в 7 и 8 классах в прошлом году проводились в режиме апробации. Фактически данный факт подтверждается неоднократно отмечавшимся в аналитических материалах национальных исследований качества образования тенденции на повышение доли слабо подготовленных обучающихся в основном классе с ростом класса от 4 к 8. Также на слайде вы видите по двум предметам русский язык и математика, что индекс высоких результатов всероссийских проверочных работ в 11 классе в 2020 году превышает индекс высоких результатов даже единого государственного экзамена более чем в 1,5 раза. Скорее всего, это свидетельствует о гораздо более низком уровне объективности процедуры всероссийских проверочных работ в 11 классе по сравнению с такой же процедурой в рамках единого государственного экзамена. Также вы видите на слайде, что индекс высоких результатов всероссийских проверочных работ в 4 классе несколько снизился. В данном случае мы понимаем, что по 4 классам мы подразумеваем нынешних, в том числе и нынешних пятиклассников. Что также, как и увеличение индекса низких результатов, может свидетельствовать о некотором повышении объективности процедуры ВПР в 4 классе в 2019 году и в 2020. Также, коллеги, вы видите, что индекс высоких результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе в 2020 году вырос по сравнению с 2019, на что мог повлиять тот факт, что в 2019 году ВПР проводился в апробационном режиме, а в 2020 году обучающиеся писали уже в штатном режиме, то есть для них это была не новая процедура, и они знали, какие предметы в них уже писали. Также в 2020 году обучающиеся продемонстрировали самые низкие результаты ВПР за весь период проведения всероссийских проверочных работ во всех классах. На такое сильное снижение результатов в том числе могло оказать влияние особенности обучения в школах в последние месяцы 2019-2020 учебного года, а также особенности проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году. Мы помним, что произошел перенос проведения работ в 4, 5, 6, 7 и 8 классах на следующий учебный год. В целом, общее снижение результатов всероссийских проверочных работ в 2020 году с учетом всех особенностей может свидетельствовать об объективности проведения процедур всероссийских проверочных работ. И мы с вами помним, что объективность является также одним из критериев качества оценки образования. Как видно на слайде, наиболее заметно снизились результаты в 5 классах. Это как раз-таки по программе начальной школы. Индекс низких результатов вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими годами проведения. Таким образом, индекс массовых результатов сократился почти в 2 раза. Но то, что в 5 классе результаты изменились намного заметнее, чем во всех остальных классах, в которых проводилась ВПР, мог дополнительно повлиять переход обучающихся в основную школу, смена учителя начальных классов на учителей-предметников и более объективная оценка результатов. Коллеги, мы неоднократно обращали внимание на преемственность программ, образовательных программ основной школы и начальной школы, но, к сожалению, опять-таки же отмечаем, что по итогам ВПР мы можем констатировать, что такая преемственность далеко не во всех образовательных организациях Республики Коми можно констатировать. Ну и коль скоро на слайде у нас представлены результаты, в том числе и ЕГЭ, то, наверное, парой предложений скажу, что в отличие от ВПР, результаты ЕГЭ в 2020 году в общем и целом улучшились, снизился индекс низких результатов и вырос индекс высоких результатов по процедуре. Ну, сами понимаем, что этому есть как объективные причины, что единый государственный экзамен у нас
в этом году проходили не все обучающиеся. Если мы обратим внимание на результаты всероссийских проверочных работ на уровне Республики Коми, то результаты представлены на слайде. Фактически вы видите, что на слайде представлена динамика результатов по русскому языку 2019 и 2020 годов при переходе обучающихся из 4 в 5 и, соответственно, из 5 в 6 классы. То есть это одни и те же обучающиеся в двух разных классах. Как видно на слайде, отмечена негативная динамика во всех муниципалитетах. Самое низкое понижение успеваемости при переходе на уровень основного общего образования отмечается в Кайгородском районе примерно 0,5%. Самое значительное снижение почти на 20% в Удырском районе. Как видим, качество знаний ухудшилось еще более значительно в Кайгородском районе и Троицко-Печорском районе на 36%. При переходе обучающихся из 5 в 6 классы понижение не столь значительное. Для повышения качества обученности по русскому языку, по предметам, соответственно, учителям рекомендуется в процессе обучения обращать внимание таки на преемственность предметов, на преемственность методик преподавания при переходе обучающихся с уровня начальной школы в уровень основной школы. И также советуем использовать ресурс внеурочной деятельности для восполнения дефицитов изучения русского языка для начальной школы. На данном слайде представлены динамика результатов по математике, также 2019 и 2020 годов при переходе обучающихся, аналогично из 4 в 5 и из 5 в 6 классы. Как видно на слайде, отмечена негативная динамика также в большинстве муниципалитетов. При переходе с уровня начальной школы в основную динамика показателей успеваемости и качества знаний возросли в Кайгородском районе. Во всех остальных муниципалитетах они понизились. Самое значительное снижение зафиксировано в Усть-Куломском районе. Успеваемость снизилась на 13%, а качество знания на 32,5%. Самое незначительное снижение успеваемости при переходе из 5 в 6 класс отмечается в городе Воркута – 0,2%. Самое значительное снижение на 41% в Удырском районе. Как видим, качество знаний снизилось везде. Кроме государственных образовательных организаций, показатель остался на прежнем уровне, а в Кайгородском районе понизился на 43%. При этом самый низкий показатель, качество знаний 25%, отмечается в городе Вуктыл. В целом, для успешности выполнения всероссийских проверочных работ необходимо методической службе не только образовательной организации, но и муниципалитета выполнять определенные действия. Этот алгоритм я чуть позднее на нем остановлюсь. Я позволю сейчас себе привести несколько примеров результатов всероссийских проверочных работ по математике. Коллеги, для наглядности я указывала 4, 5, 6, 7, 8 класс, 9 классы. Это фактически те классы, за программу которых, освоение программы которых обучающиеся писали ВПР, проходили ВПР в 2020 году. В данном случае, посмотрите, наглядно у нас свидетельствует о том, что у обучающихся проверяемые требования умения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Посмотрите, идет колоссальное снижение процента освоения необходимых требований. Приведу пример. Овладение геометрическим языком для предмета математика в 4 классе 74% усвоили эту единицу, в 5 – 70%, к 7 классу лишь 20% демонстрируют знания представленной единицы. Ну и объективность оценивания, я фактически вам ее просто продемонстрирую. В данном случае вы сами видели результаты. Аналогично можно представить ситуацию по русскому языку. По русскому языку мы видим, что дидактические единицы формируются несколько варьированно, но тем не менее ситуация аналогичная. Дети демонстрируют умение распознавать те или иные дидактические единицы, демонстрируют умение их применять
на уровне начальной школы, но к 7 классу у нас значительно снижается и успеваемость, и качество знаний, а в 9 классе к ОГЭ качество знаний и успеваемость повышается. Этому есть опять-таки же объективные и субъективные причины. Вы всех прекрасно, коллеги, знаете, не буду останавливаться более подробно. Аналогичная ситуация с предметом окружающий мир, биология и история. Следует отметить, что в этом году, в противовес в прошлому году, более показатель объективности оценивания всероссийских проверочных работ гораздо выше, чем в 2019 году. Таким образом, коллеги, мы попытались сформулировать, выйти на такой показатель, результаты всероссийских проверочных работ, какие мы видим проблемы и какие рекомендации мы можем, собственно, предложить. То, о чем говорила Галина Владимировна, это единое образовательное пространство. Мы говорим о том, что вся необходимая информация должна находиться у вас на сайте. Соответственно, это и основная образовательная программа, и рабочие программы учебных предметов. Это и те оценочные материалы, и оценочные процедуры, которые предусмотрены рабочими программами и основной образовательной программой. Они должны соответствовать современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и тех внешних оценочных процедур, которые проходят в вашей образовательной организации. Но при этом, коллеги, не забывайте, что не следует решать проблему подготовки к всероссийским проверочным работам такой системой натаскивания. Это самая неэффективная система работы. В данном случае на уровне образовательной организации должна быть выстроена адресная помощь каждому обучающемуся и адресная методическая помощь каждому педагогу. В этой связи позволю себе остановиться на некоторых таких общих рекомендациях. Если Галина Владимировна говорила о рекомендациях для образовательных организаций, то мы здесь позволили себе на этом и на следующем слайде говорить о методических рекомендациях уже непосредственно методической службе совместно с учителями-предметниками. И на следующем слайде рекомендации будут уже непосредственно учителям-предметникам. Так, коллеги, для того, чтобы образовательная организация успешно прошла процедуру написания всероссийских проверочных работ, необходимо выстроить систему, как я уже говорила, индивидуального сопровождения каждого учителя-предметника. Для этого необходимо организовать обмен опытом между педагогами, организация относительно способов и путей решения выявленных проблем, а также тиражирование успешного опыта организации деятельности учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Необходимо неукоснительное следование рекомендациям по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. Рекомендуем вам проводить мастер-классы, открытые уроки, семинары на уровне образовательной организации, направленные на повышение качества начального общего, основного общего образования и подготовку к ВПР уже в 2021 году. Коллеги, такая форма, как взаимопосещение уроков, она нам с вами известна, но почему-то мы ей очень часто пренебрегаем. Рекомендуем вам к ней вернуться. И, конечно же, организация индивидуально дифференцированного подхода к обучающимся. Если у учителя-предметника возникают проблемы, то здесь, конечно же, должен подключиться методист и помочь определить индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Организация проведения дополнительных занятий и консультаций для обучающихся с целью дальнейшей коррекционной работы. Коллеги, не забывайте о такой важной составляющей, как обеспечение психологического сопровождения обучающихся на этапе подготовки к всероссийским проверочным работам. Опять-таки же наши коллеги на уровне федерации отмечают, что может быть как раз-таки отсутствие обучающихся в образовательных организациях и отсутствие работы с ними психологов, педагогов-психологов как раз-таки повлияло на снижение результатов всероссийских проверочных работ в этом году. И для педагогов, конечно же, мы говорим о том, что необходимо использовать в своей работе такие педагогические технологии, методы, формы и средства обучения,
которые направлены на достижение метапредметных результатов образования, потому что вы видите, что российские проверочные работы все больше и больше от предметной составляющей уходят в метапредметную, к метапредметным результатам. В частности, на формирование межпредметных понятий и универсальных учебных действий. Совершенствовать навыки работы обучающихся по поиску, анализу и переводу информации из одной формы в другую. Удивительное дело, что, например, у нас ребенок спокойно находит необходимую информацию на предмете русский язык или математика, но не может этого сделать в предмете окружающий мир или история. Не использовать занятия, то, о чем я уже говорила, в неурочной деятельности для реализации курсов, такой подготовка к ВПР, и исключить натаскивание обучающихся на задания всероссийской проверочной работы. В свою очередь, Институт развития образования сопровождает процесс организации всероссийских проверочных работ и оценка качества всероссийских проверочных работ. Коллеги, в марте и начиная буквально со следующей недели мы запланировали целую серию семинаров и обучающих вебинаров, где будем уже останавливаться на каких-то особенностях каждого предмета, не организационных особенностях, а на предметных, содержательных особенностях, в том числе и этого года. Мы всегда открыты к сотрудничеству, и если будут вопросы, то после выступления наших коллег из Республиканского информационного центра оценки качества образования мы тоже будем рады на них ответить. А сейчас, коллеги, еще организационный момент. Убедительная просьба, пожалуйста, отключите микрофончики, потому что когда мы говорим и параллельно вы, достаточно сложно, коллеги. 25 переходим, если было 25, то дней. Коллеги нас не слышат. Спасибо. Сейчас мы передаем слово Галине Михайловне Рубцовой, потерялась, начальнику отдела оценки качества образования Республиканского информационного центра оценки качества образования. Она вас посвятит в организацию проведения вопросы организации проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году. Угу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Так, приступим к рассмотрению наших вопросов по организации и проведению ВПР. В этом году мы утверждаем новый порядок проведения ВПР на территории республики. Сегодня-завтра мы вам его направим. Утвержден приказом вчерашним числом. И сегодня приказ также утвержден об организации общественного наблюдения при проведении всероссийских проверочных работ. Так, и напоминаю, что и на сайте Федерального института оценки качества образования, и в личных кабинетах Федеральной информационной системы оценки качества образования ФИСОКа размещены инструктивные материалы. Это порядок проведения ВПР федеральный и план-график проведения ВПР. Что касается графика проведения ВПР в этом году, 10-11 классы начинают уже с понедельника, с 1 марта. Школы, напоминаю, сами выбирают конкретную дату проведения для параллели по конкретному предмету. И обращаю ваше внимание, что по 11 классам необходимо провести проверку работ и загрузить протоколы проверки на ФИСОКа до 9 апреля. 4 и 8 классы начинают принимать участие в ВПР с 15 марта по 21 мая. И 7 классы именно по иностранным языкам начинается с 1 апреля. Обращаю внимание, до 30 апреля, большая просьба, то, что вы проведете до конца апреля, нужно проверить и загрузить до 30 апреля, для того, чтобы вы уже в середине мая могли получить результаты по этим предметам. Все, что вы загрузите позже, до 21 мая, вы уже результаты получите после 7 июня. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, достаточно в оперативные сроки проверить, не затягивать, чтобы у вас, как снежный ком, объем работ не накапливался. Цели ВПР по сравнению с началом этого учебного года, конечно, вернулись в прежнюю колею. Это мониторинг системы образования, диагностика дефицитов и так далее. Это уже не стартовая диагностика, как было в начале учебного года.
Напоминаем, что обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ. Десятиклассники, для них проводится только география. В тех случаях, если они в 10 классе завершают освоение этого учебного предмета. И отметки по итогам ВПР выставляются в журналы по решению педагогического совета школы. И самый, конечно, наболевший вопрос – это объективность. С прошлого года уже практика федеральная по формированию индивидуальных вариантов для каждой школы. Принята сейчас она в каждом классе по каждому предмету. У каждой школы архив размещается в личном кабинете ФИСОКа заблаговременно, не в день проведения, а заранее. Поэтому просьба, конечно, заблаговременно скачивать, распечатывать, готовить материалы, но опять же, соблюдая информационную безопасность. Далее уже говорила про организацию общественного наблюдения. И в этом году, как и в предыдущем, Управление по надзору и контролю будет посещать отдельные школы в всероссийских проверочных работах. И хочется отметить, что уже некоторые муниципальные координаторы уточняют информацию по проверке всероссийских проверочных работ именно на муниципальном уровне. То есть будет проводиться такая практика, именно не перепроверка, а проверка по отдельным школам, по отдельным предметам, в отдельных классах. Будет создаваться муниципальная комиссия по проверке ВПР по решению органа управления образованием на муниципальном уровне. Поэтому большая просьба, если приходит запрос от управления образования, что они будут проверять данные работы, подготовьте, пожалуйста, бланки работ, подготовьте критерии оценивания, они в личных кабинетах будут. И если это иностранные языки, соответственно, выполняются они на компьютерах, необходимо будет скачать записи устных ответов участников. Мы запустили форму сбора информации о сроках проведения в каждой школе. Сделаем эту таблицу в онлайн, когда у нас будет полный свод школ участвующих. И как и в прошлом году, у нас будет большая таблица, доступ к ней будет у муниципальных координаторов. Если у вас будут какие-то изменения в те даты, которые вы уже установили, просьба выделять другим цветом, чтобы мы понимали, что внесены изменения. Также просим указывать через запятую можно время начала всероссийских проверочных работ на случай, если к вам придут муниципальные координаторы проверить проведение ВПР, либо сотрудники отдела по надзору и контролю Министерства образования. Также со следующей недели мы запустим таблицу о явке участников ВПР, как и в прошлом году, все так же по отдельным классам. По каждому классу будет своя таблица по предметам. Явку вписываем с нарастающим итогом. Допустим, у нас будет 4 классы, у нас будет 2 дня, соответственно, будет 2 графы для четвероклассников. ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 классах проводится у нас на компьютерах. Большая просьба к техническим специалистам заранее подготовить оборудование, компьютеры, все проверить, рабочие станции, работоспособность гарнитур, установить программное обеспечение. Для 11 классов программное обеспечение, демо-версии для проверки, все уже готово, размещено в личном кабинете ФИСОКа. Просьба уже сейчас провести контроль технической готовности к проведению ВПР по иностранным языкам. Если у вас возникают вопросы технического характера, обращайтесь, пожалуйста, к Кириллу Анатольевичу Егорову, это технический специалист как раз по ВПР, по данному направлению, 400-257 рабочий номер, добавочный 124 в презентации будет. И самое главное для нас система, в которой мы всю информацию видим и загружаем, это, конечно, Федеральная информационная система оценки качества образования ФИСОКа. У всех школ есть пароли, логины. Пожалуйста, каждый день следите за обновлениями. Пароли менялись
прошлом году, год назад, хочется напомнить о своевременности загрузки всех протоколов, всех форм сбора контекстной информации. Пожалуйста, обращайте внимание, что если вы своевременно не загрузите данные формы, нам будет очень сложно потом это все дело исправлять. И что касается получения результатов, мы помним, что прошлые результаты и те результаты, которые мы получим в мае-июне, они находятся в разделе «Аналитика». Мы сейчас с вами посмотрим, как скачать данные результаты. И на этом слайде размещены полезные ссылки, которые у вас должны быть, скажем так, на горячем наборе, в закладках. У нас очень много информации сейчас размещается на сайте ФИОКа. И сейчас мы с вами посмотрим, подойду, да? На работу сайтов. Угу. Транслируется, да? Так, вот мы с вами находимся в личном кабинете ФИСОКа. Прежде всего, конечно, нас интересует вкладка «Код ВПР». Вот, инструкции по проведению в этом году уже выложены для 10-11 классов. Есть программное обеспечение, которое необходимо скачать. Инструкции все представлены. Далее, здесь же в личном кабинете представлены образцы и описания демо-версии работ. Не в полном еще объеме, но тем не менее, вот данная публикация, она обновляется. Далее хочется обратить внимание, в правом верхнем углу есть форум поддержки ВПР. Когда вы на него переходите, здесь уже очень много вопросов-ответов. Прежде чем задать какой-то вопрос муниципальному координатору, пожалуйста, посмотрите, вдруг кто-то уже здесь на него ответил, и вам будет гораздо проще и быстрее решить данный вопрос. Если вдруг вам необходимо все-таки задать вопрос, вы можете обращаться к муниципальному координатору, при необходимости к региональному координатору. Есть форма «Отправить вопрос сообщение». Здесь вы заполняете все поля и отправляете. Далее для экспертов будет свой форум поддержки. Сейчас он еще не работает, потому что проверка у нас еще не началась, но тем не менее со следующей недели он уже будет функционировать. Если вдруг возникают вопросы у ваших экспертов, пожалуйста, тоже обращайте внимание, что вы можете за помощью обратиться и сюда. Далее хотелось бы, конечно, пройти в раздел «Аналитика». Часто звонят, не можем зайти в аналитику, почему-то не получается. Обращайте внимание, что если здесь у вас в правом верхнем углу указан ваш логин, значит вы в личном кабинете и все хорошо. Если у вас здесь кружочек и с иконкой человечка, значит вы еще не вошли в личный кабинет и вы не видите ни своих материалов, ни, соответственно, не сможете зайти в раздел «Аналитика». Так, мы перешли в раздел «Аналитика». Здесь мы для того, чтобы скачать результаты, выбираем необходимый нам класс, предмет. Можно несколько, можно отдельно, как вам удобно. Далее выбираем участников. Для примера я могу вам показать, что чтобы выбрать все школы вашего муниципалитета, вы можете нажать либо на галочку у названия муниципалитета, чтобы сразу все школы были выбраны. Либо вы можете, все, что раскрыто, выберется, если вы вот сюда нажмете галочка «Выбрать все», чтобы вам не тратить время. Далее вы выбираете тип отчета. Например, выполнение заданий, статистика по отметкам. И далее нажимаем кнопку «Показать». Кнопка «Заказать отчет» работает пока в не том режиме, в котором обещано, поэтому советую вам, рекомендую пока использовать кнопку «Показать» для отчетов. Дальше вы видите отдельно по названиям. У нас представлены отчеты с диаграммами. Чтобы скачать каждый отчет, справа от названия есть иконка с дискеткой. Вы на нее нажимаете, и автоматически идет загрузка данного файла. Ниже представлены следующие отчеты. Все, что вы закажете, у вас отображается на странице. И все это вы можете скачать, нажав на кнопочку дискета. Это что касается личных кабинетов ФИСОКа и раздела «Аналитика». Теперь перейдем на сайт
Федерального института оценки качества образования. В разделе «Оценка качества образования» есть вкладочка «Всероссийские проверочные работы». Здесь очень много материалов. Жирным выделены актуальные материалы 2021 года. Образцы и описание проверочных работ. Пожалуйста. То же самое у вас в личном кабинете ФИСОКа. Далее здесь приказ Рособорнадзора, план-график и порядок проведения ВПР. То же самое, что у вас есть, в принципе, и в личных кабинетах, но вот это вот в открытом доступе имеется. Вы всегда можете из дома или, если нет доступа к личному кабинету, пожалуйста, материалы все скачать. Так, ну и на этом, я думаю, все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы можем на них сейчас ответить. Коллеги, вопросы какие-то возникли? В чате у нас только привет. Можно вопрос? Да, конечно. Вопрос следующий. Всем здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Всем здравствуйте. Троицко-Печорск, основная общеобразовательная школа. Ситуация по выставлению отметок в журналы по протоколу педагогического совета. Вопрос, это будет прописано в порядке, либо мы принимаем это коллегиально, что мы выставляем положительные отметки или еще каким-то образом? Будет это закреплено или нет? Вот в порядке проведения, который утвержден приказом, мы который направим сегодня, там указано, что по решению педагогического совета оценки принимается решение о выставлении оценок в журнал или не выставлении. Это на ваше усмотрение. Можете как раз только положительные оценки выставлять. Как решите? Все, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Здравствуйте, можно вопрос? Да, конечно. Представьтесь, пожалуйста. Город Печора, гимназия номер 1. Скажите, пожалуйста, в этом году введено, значит, новое СОО профильный класс с углубленным изучением предметов. Скажите, дети, которые изучают предметы углубленно, они тоже пишут ВПР? Да, если они не выбрали данный предмет в качестве сдачи по ЕГЭ, то они пишут, да, как обычно. На федеральном уровне где-то написано, что физико-математические классы, иные классы, которые учатся углубленно, они ВПР вообще не пишут. Ну, в Получается, порядке... что результаты будут завышены, и как вы их оцените, эти результаты потом? Завышенными или наоборот? По поводу завышенных результатов, вы имеете в виду тот маркер, который используется для признаков необъективности? Да. Я сейчас поясню немножко. Что такое, как называется, завышенное? У вас табличка? Да, есть такой маркер, завышенные результаты, это как признак необъективности результатов ВПР. Я немножко поясню. Берутся средние результаты по региону, в данном случае по республике, и строится некоторый доверительный интервал. И если школа не является лицеем, гимназией или школой с углубленным изучением предметов, то есть которая стабильно показывает высокие результаты, если таковой школа не является, а результаты средние у нее лучше, чем средние по республике, то такая школа как раз попадает вот как под данный признак завышенные результаты. Если школа с углубленным изучением данных предметов и показывает хорошие результаты на протяжении нескольких лет, то к ней претензий никаких не будет. В этот список она попасть не должна. Ответила на вопрос? Да, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ну, туда уже ответили. Печора. Можно скачать, можно заказать и целым архивом, да, можно. Только что сказали. Архивом что? Можно ли скачать целым архивом отчеты, то, что вы сейчас показывали? Там отдельно, вы выбираете каждый отчет и скачиваете каждый отчет отдельно в Excel-ку, Excel-файл. Для общественного наблюдения, да, коллеги. Когда ССЛ спрашивает, когда получите Приказ, документы? Да, подписан уже? Да, все, завтра будет направлен, а все материалы, журнал регистрации общественных наблюдателей, акты, удостоверения, все в порядке.
Вообще пару слов о порядке скажу. Каких-то кардинальных изменений в нем не будет. Не нужно переживать по этому поводу. Внесены вот актуальные изменения, касаемые, допустим, скачивания материалов, индивидуальных комплектов, именно в личных кабинетах. Кардинально ничего не поменялось. Коллеги, еще вопросы есть? Значит, слушайте, республике все понятно, это здорово. Но опять же, если будут вопросы, в презентации указан номер телефона, пожалуйста, звоните. Все материалы будут ли? Сколько будет общественных наблюдателей? И будут ли, сколько необходимо общественных наблюдателей, коллеги? У нас нет определенного лимита, конечно. Понятно, что объективно зависит от того, присутствовал ли в данном классе, в данном кабинете, конкретно в аудитории, общественный наблюдатель. Может быть, общественный наблюдатель будет у вас присутствовать при проверке материалов. Тоже возможно, при загрузке, при заполнении протокола и загрузке в ФИСОКа. Это на усмотрение, на ваши возможности, на ваше усмотрение. Как вы сможете обеспечить вот, общественных наблюдателей по количеству, только от вас зависит. И еще вопрос задают коллеги, будут ли разработаны механизмы адаптации контрольно-измерительных материалов ВПР для обучающихся с ОВЗ? Пока на федеральном уровне разговоры идут, что отдельно для таких деток какие-то материалы должны быть оценочные, но сейчас в данном случае школа сама принимает решение, участвуют ли такие дети в ВПР, и вот так. То есть на усмотрение образовательной организации? Да, на усмотрение образовательной организации. Пока да, то есть для них отдельных КИМ нет. Коллеги спрашивают, должна ли экспертная деятельность оплачиваться педагогом? Коллеги, здесь, наверное, нет, потому что точно так же, как вы проверяете домашние задания, в принципе, точно так же и проверяется ВПР. Тем более, если вы ее учитываете как итоговую аттестацию, например, или промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация – это все введено в наши с вами должностные обязанности, коллеги. Ну, если вопросов больше нет… Добрый день, а можно тоже задать вопрос? Да, конечно. Сыктывкар, Маусош 18. Класс ЗПР будет сдавать тоже ВПР, и есть один мальчик с нарушением речи. То есть он под диктовку писать не может в принципе. Как ему организовать сдачу ВПР, первую часть вот по русскому языку, где диктант? Ну, в принципе, это на ваше усмотрение, опять же, может быть, ему первую часть и не писать. Угу. То есть такое возможно, что первую часть Возможно, он может конечно. не записывать. Да, дети с УВЗ, с особенностями развития, вы, пожалуйста, смотрите, мы не можем, мы их не видим, не знаем, вы их знаете. Максимально, что можно сделать, как-то упростить им жизнь в плане, вот, если он не может, конечно, диктант писать, то давайте не будем. Угу. То есть это на усмотрение, да, у нас в школе будет? На усмотрение школы, да, да. Потому что только школа напрямую общается с данными детьми, мы не сможем сделать вывод какой-то. Все, хорошо, спасибо за ответ. Коллеги? Так, каждая школа решает сама, считать ли ВПР итогами промежуточной аттестации. Да, решается самой образовательной организацией. Можно ли засчитать ВПР как промежуточную аттестацию? В юридических консультациях пишут, что нет, идет нарушение закона об образовании. Но, коллеги, насколько я помню закон об образовании, промежуточную аттестацию производит сама образовательная организация. Если вы посчитаете результаты ВПР как промежуточную итоговую аттестацию, засчитайте. То есть мы здесь с юридической точки зрения не видим никаких обеспечения хранения в течение года. Есть ли какие-то требования вообще к хранению работы? Да, коллеги, да, в порядке все прописано, потому что, видите, на данный момент, когда нам с федерального уровня пришел перечень школ, показавших необъективные результаты, они есть не во всех муниципалитетах, их 34, да, сегодня уже Галина Владимировна озвучила, а по этим школам производится сейчас перепроверка. Соответственно, мы запрашиваем у вас сами работы детей. Соответственно, вот как мы в порядке прописываем срок хранения, поэтому, пожалуйста, коллеги, будьте любезны, это будет полезно и вам, и нам. А ответственность?
Олег Васильевич? Ну, ответственность здесь, наверное, нарушение порядка, утвержденного приказом Министерства образования. Какая здесь дальше юридическая ответственность, я не знаю. Промежуточная аттестация ВПР совпадает по срокам проведения. Как вы смотрите на увеличение нагрузки на обучающихся? Коллеги неоднократно уже сказали, что фактически вы можете их рассмотреть как результаты промежуточной аттестации. Если вы проводите обе оценочные процедуры, опять-таки же на усмотрение образовательной организации. Да. Ну и также хочу добавить, коллеги, в этом году у нас с вами промежуток проведения ВПР очень довольно-таки большой. С каждой школа сама выбирает, какая параллель, в какой день, в какую неделю будет у нас участвовать. Можете развести. Может ли образовательная организация выбрать по 2, кроме русского, сама выбрать по 2, кроме русского языка, математики, предмета для 6 и 8 классов? К сожалению, нет, потому что материалы вам будут предоставлены на федеральном уровне, в зависимости от того, как на федеральном уровне, опять же, сработает случайная выборка. То есть от вас это не зависит. Если вы хотите провести, ну, можете договориться с другой школой, посмотреть просто их материалы, взять критерии оценивания. Если у вас такая инициатива есть, я думаю, что найдутся образовательные организации, которые пойдут вам навстречу. Не совсем понимаю реплику Антониды, мы вынуждены их считать, так как идет большая нагрузка на детей. Да, это то, что, наверное, к выше было. Нагрузки, но... считать ли в итоге ВПР? Да, вынуждены считать, коллеги тут, собственно, согласны. 4 класс русский язык, бывает, ребенок пишет только одну часть из 2, как это влияет на аналитику? Никак, у вас аналитика будет по первой части, будет по второй. То есть отдельно, да? Отдельно, это да, не отдельно. суммируется. Хорошо. Можно ли по отдельным предметам считать итоги ВПР итогами промежуточной аттестации? Коллеги уже говорили, да, про это. И тексты ВПР не всегда совпадают с пройденной программой по предмету. Ну, коллеги, здесь смотрите, да, у нас в тестах ВПР у всех есть, да, данный материал не проходился, да, есть такая галочка у нас в бланках. Соответственно, вы ставите, мы понимаем, что у вас предметная программа в каждой образовательной организации, она своя, у нас нет общероссийской, то есть, но все должно соответствовать, как говорится, федеральным государственным образовательным стандартам. Вы просто ставите галочку, что она не проходилась в данной образовательной организации, соответственно, ну, программа в дальнейшем на федеральном уровне будет понимать, что данный материал еще не пройден в этой школе, соответственно, из аналитики все это будет как-то высчитываться. Ну, смотрите, там же у вас есть статистика по баллам, по распределению баллов. Я для коллег зачитаю вопрос. 4 класс русский язык, как не суммируется, если ребенок, получается, не набирает баллы и выходит не совсем хорошая отметка? Нет, в данном случае у вас есть статистика, которая показывает, что вот в первой части он принимал участие, у него есть соответствующие баллы по каждому заданию первой части, и есть вторая часть, допустим, которая пустая. Вы же анализируете внутри школы, вы можете это показать, объяснить, что данный ребенок, конкретный данный ребенок, он не принимал участие во второй части, и все. 4-я школа города Сыктывкара спрашивает, есть ли какие-то особые требования к экспертам? Нет. Желательно, конечно, для повышения объективности, чтобы, допустим, в 6 проверял учитель 6 учитель 6 Б, да, в 6 Б учитель 6 А, это так, рекомендации, но это вот прописано в порядке, да, это желательно для того, чтобы мы с вами как-то более объективно подходили к оцениванию работ. Можно ли загружать результаты архивом? Не поняла, немножко результаты архивом куда? Загружать или выгружать? Да, загружать. Ну, загрузка происходит в... Причем Excel в скобочках, да. Таблицы архивом, наверное, все по предметам. Немножко не поняла. Смотрите, у нас провели мы, допустим, ВПР по математике в 5 классе. В данной публикации доступен форма протокола, куда мы вносим все результаты по каждому ребенку. Мы ее заполняем, сохраняем как CSV и загружаем обратно в ту же публикацию. То есть каждый класс отдельно, каждый класс отдельно, да. То есть пакетной загрузки такой нет. Коллеги, еще какие-то вопросы? Мне кажется, исчерпывающе, да, ведь было? Поэтому, если коллеги, вот вы... если да, у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните, пишите нам, мы на все ответим.
Осенью были, Виктор Валерьевич, секунду. Осенью были проблемы с загрузкой результатов. Да, была большая нагрузка на ФИСОК. К сожалению, от нас это не зависит, мы не можем это контролировать и как-то вам поспособствовать, но тем не менее в такие моменты, когда мы не можем зайти на платформу данную, приходится только ждать, пока она заработает снова. От нас это, к сожалению, ни от нас, ни от вас это не зависит. Нижний Одесс. В прошлом году по обществознанию включили задания 9-10 классов и проставили темы не пройденные, и пришли двойки за работой, ничего не вычитали. Ну, здесь, коллеги, видите, прошлый год был у нас такой сложный, поэтому, может быть, где-то, наверное, на федеральном уровне система не сработала в некоторых моментах. Ну и опять же, при проведении анализа вы, пожалуйста, не молчите об этом. И, во-первых, когда проводите в своей школе, понятно, что вы об этом скажете руководству администрации. Когда проводят анализ на муниципальном уровне, вы, пожалуйста, тоже не молчите о такой ситуации, просто говорите, обозначайте, описывайте, что вот в таком классе у вас такая ситуация, чтобы муниципальный анализ тоже включал и учитывал данную ситуацию. Нельзя ли предложить проверку ВПР, управления образованием, чтобы снять нагрузку с учителей? Ну, коллеги, это уже предложено, порядком это регламентировано. То есть, если муниципалитет хочет, он имеет на это право, может это организовать. Если управление образования города Печоры на это согласно, да, то мы не имеем. Но мне кажется, привлекать они будут тех же самых учителей с тех же самых образовательных организаций. Ну, тут, наверное, коллеги думают, что это будет платно уже, соответственно, как вариант. Задают вопрос, коллеги, будут ли республиканские проверочные работы в ближайшее время? Коллеги, ну на этот вопрос ответим так, что в окончании этого текущего учебного года республиканских проверочных работ у нас не ожидается. Вот, потому что в конце прошлого календарного, в начале этого учебного года они уже прошли 10 классов по контрольно-измерительным материалам 9 классов прошлого года. Поэтому в этом году, наверное, нет, не будем уже нагружать наших детишек. Коллеги, на этом, наверное, вопросы исчерпаны, хотя обычно после этой фразы вопросы сыпятся как из... Согласна. Да, коллеги, еще хотелось бы остановиться немножко на объективности. Мы, видите, в этот раз, первый раз, наверное, да, у нас такая большая аудитория. Вот нам система говорит, что у нас 167 и больше подключений, да. Хотим сказать о том, что не бойтесь показывать объективные результаты. Не бойтесь показывать правдивость. Правдивость ваших результатов, любых, это есть как на докторском языке диагноз, после которого мы сможем, наверное, выписать вам более тщательное лечение, как говорится. И если мы иногда знаем, что есть давление со стороны органов управления образования на некоторые школы по количеству четверок, пятерок и троек ВПР, то, коллеги, данную информацию просто можно довести даже до Министерства образования, Холопову Олегу Александровичу. Это неправильно. Политика такова, что никакого давления не должно быть, и результаты ВПР должны быть полностью объективны. Мы хотим увидеть реальную картинку в каждом конкретном классе, по каждому конкретному учителю. Только после этого региональная система оценки качества образования сможет полноценно работать, функционировать и давать каждому ребенку в каждом классе доступное, нормальное, хорошее образование. Коллеги спрашивают, должен ли быть анализ всероссийских проверочных работ на муниципальном уровне, а не только на школьном? Тут, наверное, я отвечу. В 2019-2020 учебном году Институт развития образования уже провел анализ российских проверочных работ. Результаты представлены на сайте КРИРО. Аналогичная работа завершается по результатам всероссийских проверочных работ уже, соответственно, предыдущего года. И в ближайшее время, коллеги, фактически 5 марта мы вам презентуем результаты анализа ВПР предыдущего года. Труд получился большой, здесь мы снимаем с муниципального уровня эту нагрузку, берет на себя ответственность Институт развития образования на основе тех данных, которые нам предоставляют коллеги с РИЦОКа. Можно я добавлю? Да. Ну, насколько я знаю, вот сколько мы общаемся с муниципальными координаторами, в любом случае на муниципальном уровне анализ все равно проводится. А кто это должен проводить, можно узнать? Анализ на муниципальном уровне?
Да, потому что требуется с руководителей городских методических объединений, которые не являются методистами. И, соответственно, это дополнительная нагрузка, потому что мы работаем тоже учителями в школе, нагрузка сейчас ведь кадровый голод, вы понимаете. Вот, кто будет это выполнять? Поэтому вот я считаю, что нужно каким-то образом разгрузить, потому что это, ну, практически дипломная работа, если так правильно выразиться. Ну, на самом деле, посмотрите, если все цифры сравните, каждый параметр, да, по тем предметным компетенциям, которые мы должны сформировать у каждого ребенка в каждом муниципалитете, ну, это очень большая работа, согласитесь. Вот, и простой грешный учитель это не в состоянии сделать. Вот я, как руководитель ГМО в городе Ухте, для меня это большая нагрузка. Поэтому вот, ну, вот я сейчас услышала то, что я хотела услышать, что действительно нам КРИРО поможет, да, и методические разработки будут даны, как дальше двигаться, в каком направлении. То есть вот, конечно, огромное спасибо, потому что, ну, на самом деле, кто я такая? Я простой учитель грешный, который просто ведет работу. Поэтому помогите нам, пожалуйста, в этом плане, будем преблагодарны. Коллеги, понимаете, услышали, в данном случае, наверное, возьму слово я, потому что, ну, я занимаюсь, в том числе возглавляю эту работу по аналитике результатов всероссийских проверочных работ. Коллеги, понимаете, в чем вся сложность? Вот на сегодняшний момент этот документ получился 300 с лишним страниц. Вы понимаете, что перед нами стоит задача проанализировать динамику результатов всероссийских проверочных работ, ну, вот за последние как минимум 2 года. То есть мы прослеживаем именно динамику. Я не могу по каждому муниципалитету в разрезе каждой образовательной организации дать вам такую информацию. Я могу дать лишь общие тенденции, направления в рамках Республики Коми. Я могу показать, и в этом документе они показаны, где по муниципалитетам есть прирост, где какие-то, ну, вообще, в принципе, некая динамика по муниципалитетам в рамках каждого конкретного предмета. Но уже работа непосредственно по образовательным организациям, здесь, ну, вы сами понимаете, что тут уже даже не дипломная работа, здесь уже диссертация, причем, скорее всего, докторская, то есть по объемам. Поэтому понятное дело, что мы даем лишь основные направления в рамках муниципалитета. Мы отмечаем те школы, которые, например, показали наиболее, ну, самые низкие результаты, самые высокие результаты, а вы уже как муниципалитет отрабатываете с этими образовательными организациями. Ну, на городских методических объединениях понятно, что мы, конечно, эти вопросы поднимаем и, конечно, разрабатываем какие-то методические рекомендации тем учителям, у которых не сильно получается. Вот. Но вот методические рекомендации, я считаю, что простой руководитель ГМО в городе, ну, это, наверное, не в его компетенции все-таки разрабатывать. Согласитесь, вот вы сейчас сами сказали, 300 листов. Коллеги, перед Институтом развития образования стоит задача разработать методические рекомендации по повышению качества написания всероссийских проверочных работ в рамках каждого предмета. Поэтому в ближайшее время, до мая месяца, такие методические рекомендации появятся. Коллеги уже начали работать. И как следствие этих методических рекомендаций, курсы повышения квалификации, то, о чем сегодня уже Галина Владимировна говорила, то есть мы вас слышим, и мы стараемся вам в этом помогать совместно с коллегами. Спасибо. Пожалуйста. Хотелось бы уменьшить количество всероссийских проверочных работ. Не поверите, нам, наверное, с коллегами всем хотелось бы, но это не наше желание, ну, как бы от нас не зависит, это федеральное. Ну, мы планируем вот сейчас, вот вы прислали контрольно-измерительный материал по 5 классу, да, допустим, вот есть же такая возможность сейчас, да, провести, так скажем, в 5 классе, ну, пробную, так скажем, да, работу, вот, и потом на ГМО взять пару работ для того, чтобы проверить с учителями, вместе пройтись по всем критериям оценивания, ну, и своего рода будет практикум, то есть вот мы в Ухте таким образом планируем, да, провести практикум по, так скажем, подготовке к проведению ВПР на ГМО. Ну, может быть, я не знаю, коллеги как-то потом еще поделятся. То есть, наверное, все равно практики подготовки к ВПР нам надо каким-то образом на уровне республики все-таки осуществлять. Коллеги, опять-таки же 5 марта планируем большой семинар, где как раз-таки планируем, в смысле, приглашены уже коллеги математики, филологи, историки и иностранцы. Это те 4 предмета, которые наиболее востребованы, наверное, в рамках ВПР. Пока только вот эти 4 предмета. 5 марта как раз-таки наши коллеги будут делиться практикой подготовки, лучшим педагогическим опытом. И, собственно, там вы уже сможете также задавать вопросы и общаться с
профессионалами. Соответственно, Спасибо огромное, спасибо большое. Вам спасибо за обращение. Гимназия номер 1, его не видели, я так подозреваю, вы говорите про анализ. Анализ прошлого года уже выложен на сайте в разделе «Качество образования». Ссылочку, если хотите, мы вам, собственно, всем, как и материалы, направим всем участникам данной стратегической сессии. Коллеги, прокомментируйтесь. Хотелось бы, Дмитрий Валерьевич, чуть повыше. Хотелось бы, чтобы выборка по школам, предметам и классам, была выборка по школам, предметам и классам, чтобы писали не все и все. Это в ваших силах обратиться к федералам. Коллеги? Ну, здесь, смотрите, регламент проведения всероссийских проверочных работ у нас устанавливается на федеральном уровне, и они издают приказ о том, кто, когда и по каким предметам участвует, коллеги. Здесь мы тоже здесь бессильны. Ну и для получения, наверное, общего и качественного анализа хотелось бы, наверное, чтобы все участвовали во всем. Коллеги, знаете, я как предметник до недавнего времени могу сказать, что я первый год, да, наверное, тоже противилась ВПР как некой навязываемой процедуре, а в дальнейшем мы начали рассматривать с коллегами всероссийские проверочные работы как инструмент для выявления дефицитов обучающихся, причем не только предметных, но и метапредметных. Коллеги, задаются вопрос, обязаны ли писать ВПР дети, находящиеся на домашнем обучении? Ну, здесь на усмотрение образовательной организации. И как осуществлять еще и перепроверку? Загруженность колоссальная, как педагогов, так и администрации, педагогов-предметников по одному. Перепроверку разве перепроверку коллеги? Какую, коллеги? Перепроверку организуется на уровне республики да. же. Вы же, да? Да, конечно. Мы сейчас собираем от вас, и перепроверка идет идти по всем образовательным организациям. И Институт развития образования будет организовывать перепроверку. То есть не вы, коллеги, вы, наоборот, нам только направляете отсканированные материалы и все. А перепроверку организуем мы, как Институт развития. И анализ перепроверки тоже организуем мы. Коллеги, еще вопросы? Рекомендуют единично после проверки педагогов. Я так понимаю, что перепроверку рекомендуют. Да. Но это уже ваша образовательная организация, я так подозреваю, это на усмотрение вашей образовательной организации, и там, как вы уже договоритесь в методическом объединении по вашему предмету, это на усмотрение, то есть единичные, наверное, практики, да, коллеги? Да, мы такого пока не встречали. От вас впервые слышим. Вообще мы и на федеральном уровне, и на региональном советовали собраться тем предметникам, которые будут проверять данные работы, и какие-то единые подходы к проверке выработать. Вот как раз из Ухты сейчас очень хорошую практику приводили, да, как пример провести ВПР. Понятно, что не у всех есть возможность по демо-версиям, допустим, провести в классах работы, но тем не менее вот заранее собраться и обсудить единые подходы оценивания, я думаю, что это очень хорошая мысль. И в дальнейшем это, я думаю, что будет востребовано, потому что все-таки объективность от этого зависит тоже. Коллеги, вопросы пока не поступают. Если будут вопросы, то в презентационных материалах указана вся контактная информация. Мы благодарим всех подключившихся. Нас было более 200 человек. Такие стратегические сессии по оценкам качества образования у нас уже вторая, и мы планируем продолжение в ближайшие месяцы. Также приглашаем вас к участию. Коллег, благодарю за участие. Всего доброго. Уважаемые коллеги, спасибо огромное. Всего доброго.